Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Можете звонить к нам в студию абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии Олександра Кондратенко, головний консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ, 14-16 роках. Витаю вас, пане Александре. Селям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с горячих новостей относительно Северного потока-2. Соглашение США и Германии по Северному потоку-2 – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности экономики Украины в обмен на хлипкие гарантии и компенсацию для Киева. Давайте послушаем цитату издания. Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти Північного потоку-2. А вот Bloomberg со ссылкой на анонимных немецких чиновников пишет о том, что Германия не намерена перекрывать российский газопровод «Северный поток-2», даже если президент России Путин попытается использовать его в качестве геополитического оружия. Тем временем директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с «Северным потоком-2» из-за сохранения транзита российского газа, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита газа через нашу ГТС. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо Північний потік стане на ремонт, як це було тиждень тому. Вот кандидат в канцлера Германии от консервативного блока ХДС-ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями в случае, если она с помощью газопровода «Северный поток-2» будет давить на Украину. Якщо Росія знову буде агресивно вести себе по Україні, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу. Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії. Пане Александре, мнения в Украине относительно Северного потока-2 очень сильно разделились. Ряд политиков, политических деятелей, аналитиков говорят о том, что Запад поступается национальными интересами Украины, вот Северным потоком нас зрадили и так далее. Другая часть говорит, что это реалполитик, ничего страшного, нужно смотреть вперед и уже сейчас понимать, что нам делать после 2024 года. И во время визита президента Украины в Вашингтон ехать с четким кейсом, с четкими заданиями, с четкой стратегией, как мы видим в дальнейшем это все и какие нам могут дать гарантии. Как вы видите? Собственно, и первые, и вторые по-своему правы. Давайте начнем с первого. Первое, то, что это несет непосредственную угрозу экономические, этого никто не отбрасывает. В любом случае, если прекратить транспортировку газа по нашей ГТС, то это, как минимум, от 1,5 миллиарда в наш бюджет недополучений. Это понятно. Но вы же поймите, эта история началась не сегодня, не вчера и не позавчера. И меня очень сильно удивляет, когда
наши политические элиты начинают стучать вот так вот кулаком по столу и говорить ай-яй-яй, зрадонька и все остальное. По сути, любое государство преследует исключительно свои либо экономические, либо политические интересы. В данном случае вот эта вот встреча и подписание политического соглашения между Германией и США – это так называемые ситуативные союзы. И, собственно, эти союзы не сегодня образуются. Они присущи всегда в любом государстве, так как мир меняется. И всегда в большой геополитике, скажем так, там нету врагов, там есть либо партнеры, либо конкуренты. В данном случае проект СП-2 необходим исключительно Германии для того, чтобы стать хабом газовым в Европе. И если некоторые аналитики говорят, что это проигрыш для США, в какой-то степени они тоже правы, но в данном случае они условно договорились по Украине таким образом, что Германия условно СП-2 они достроят, и я думаю, что уже в ноябре, в декабре месяце начнут транспортировку газа, так прогнозируют во всяком случае. Что необходимо Германии? Ей необходим определенные предохранители. Скажем, у нас это наши подземные газовые хранилища. Поэтому на встрече Байдена и Меркель обсуждались именно те вопросы, то, что США дает добро для того, чтобы они в дальнейшем решали вопрос нашей газотранспортной системы. Собственно, после этого идет ряд заявлений, связанных, скажем, вы должны идти по пути Green Deal, переходить на энергетику такую. Это для чего? Для того, чтобы можно было водород транспортировать. И они говорят, мы даже вам дадим деньги на модернизацию вашей ГТС. То есть там порядка 11 миллиардов долларов. Но это же деньги не с бюджета Германии. Там часть, по-моему, порядка 100 миллионов только евро. Все остальное это будут внешние инвесторы. Но какой инвестор зайдет в страну, где не разрешен военный конфликт? Следующим этапом, что говорит Меркель, прямым текстом Зеленскому. Ребята, вы должны имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство, для того, чтобы в дальнейшем все вот это вот, то, что я озвучил, было реализуемо. Поэтому на сентябрь-октябрь месяц, я вас уверяю, у нас о формуле Штайнмайера мы будем чуть ли не каждый день об этом говорить. Вот к формуле Штайнмайера мы вернемся. Относительно тех гарантий, которые нам якобы предоставляют Германия и Соединенные Штаты Америки относительно транзита газа через нашу страну. Их же нет. Это все разговоры в пользу бедных. Собственно, и то, о чем сказал Армин Лашет, ему как бы пророчит то, что он будет следующим канцлером ФРГ. Я, собственно, тоже понимаю, что, скорее всего, так оно и будет, потому что поддержка у вот этого ХДС, да, у них она больше гораздо, чем у тех же зеленых. Проблема в том, что сам Лашет, несмотря на то, что вот вы подводку хорошую прочитали, что вот если Российская Федерация будет использовать это как, скажем так, оружие против Украины, перекроет нам вентиль, то это все далеко не правда, потому что именно данный политик и партия сама – это одно из самых больших лобби Российской Федерации именно в Германии. Поэтому с приходом, скажем так, Армина Лашета, мягко говоря, нам будет не очень сладко с Германией. Собственно, и сейчас складывается впечатление, что там даже в преддверии той же Крымской платформы офис президента и сам Зеленский, мы фактически поссорились абсолютно со всеми нашими внешними партнерами. Я беру именно геополитических игроков. Я не беру геополитические фигуры, как Турция, например. А в данном случае, даже если брать, условно, те же заявления Давида Арахами о том, что мы могли бы шантажировать по поводу ядерного оружия, и то, что на повышенных тонах будут разговаривать за закрытой дверью Байден с Зеленским, то, скорее всего, повышенные тона будут именно только со стороны. Так а ведь с другой стороны, пане Александре, позиции Германии, позиции Франции, они ведь тоже в последнее время ярко недружественные к Украине в вопросе Минских соглашений, в вопросе нормандского формата, формулы Штайнмайера же, опять же. Дело в том, что... То есть такое ощущение, что в нормандском формате складывается позиции 3 против 1, и один остается Зеленский. Собственно, так оно похоже и будет. Но дело в том, что мы сейчас как нам тогда в такой ситуации? Я попробую сейчас объяснить не с точки зрения внутриполитической ситуации в Украине и касаемо Российской Федерации, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, а с точки зрения той концепции, которая, в принципе, сейчас формируется, скажем так, на всей геополитической шахматной доске. То есть до встречи, условно, Байдена с Путиным
Байден полетел в Великобританию и с Борисом Джонсоном подписали некое соглашение. Это такой вот тоже ситуативный союз, новая Атлантическая хартия, такого рода документ был подписан после Второй мировой войны. Вследствие чего там другие страны к нему присоединились. Но суть остается в том, что с одной стороны формируется вот такое вот небольшое лобби. Соединенные Штаты Америки, Британия и некоторые политические элиты Европейского Союза. С другой стороны, противовес скажем так, этому союзу сформировался союз тоже ситуативный, там где есть Китай, Российская Федерация, и, как ни странно, сюда входит и Германия, и Франция. По простым, объяснение простое, почему они сюда. Потому что Северный поток второй, то, о чем я начинал говорить, изначально экономические интересы, потом политические. И вот эти две противоборствующие стороны сейчас бодаются, условно, на территории Украины. К сожалению, ни Зеленский, ни вся наша страна, это, я, честно говоря, очень, мягко говоря, расстроен этому, но это случилось тоже не вчера и не сегодня. Мы из, скажем так, на геополитике, из фигуры геополитики превратились в инструмент. И с инструментом, к сожалению, никто не договаривается. И с точки зрения даже желания того же Арахами, чтобы Зеленский на повышенных тонах разговаривал с Байденом, то разговаривать на повышенных тонах могут только равноправные либо партнеры, либо конкуренты, но на равных правах. В данном случае мы являемся инструментом. Мне очень жаль, что мы сейчас будем праздновать 30-летие независимости страны, но в то же время мало людей понимают, что конкретно мы празднуем. У нас зависимость от внешних наших партнеров за последние 10 лет условно с 10 увеличилась до 1000. Мы настолько стали зависимы от того, что происходит вокруг нас. Не благодаря тому, что, скажем, мы ранее даже по газотранспортной системе не подписали консорциум, когда можно это было сделать и немножко себя обезопасить. Но это абсолютно все. Наши политические элиты, грубо говоря, продавали нас на протяжении 30 лет. И, как говорил, если я не ошибаюсь, Кравчук, маем еще маем. Собственно, что делать? На сегодняшний момент что делать? Разумеется, договариваться придется, и как бы сложно не было Владимиру Зеленскому на встрече с Байденом, его заставят выбирать с кем-то. Между чем и чем? Между одной позицией и второй позицией, то что я озвучил. Придется выбирать. Поэтому, если выбор пойдет в сторону США, Британии и... собственно, сейчас, кстати, Британия, это, по-моему, один из единственных наших ситуативных союзников, которые плюс-минус, так как вы сказали, нас не продали. С другой стороны, если же это произойдет, то ни о какой встрече Зеленского с Путиным быть речи не может. Если же это пойдет в обратную сторону, то есть нагнетание обстановки очень серьезно. Зачем встреча с Путиным? Зеленскому с Путиным? А что решит эта встреча? Да, все же рассказывают, что будет встреча, будет встреча. Я, честно говоря, об этой встрече, там каких-то иллюзий не питаю. Я прекрасно понимаю, что это ни о чем. Песков четко сказал, по какой конве должны двигаться и какие вопросы не должны озвучиваться. Но это нам не подходит, к сожалению. И в первую очередь Крым, закрыто. Это вообще не обсуждается. Собственно, мы плавно и подходим к тому, что... Та же самая Крымская платформа. Если я не ошибаюсь, мы в этой студии с вами обсуждали буквально месяц назад, насколько эффективным будет сам этот саммит Крымской платформы. Если брать глобально, то давайте просто посмотрим, кто туда едет. К Крымской платформе давайте обязательно вернемся. Я просто не хочу отходить от темы Германии, от формулы Штайнмайера. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Миколу Лазаревича, доктора політичних наук, директора Центру інформаційної аналітики Західноукраїнського нацуніверситету, учасника АТО. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Микола, в последнее время мы очень часто слышим о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Это и прозвучало из уст канцлера Германии Ангелы Меркель. И буквально через неделю после этого мы увидели заявление Министерства иностранных дел Германии, где также было четко проартикулирована необходимость выполнения коммюнике по итогам Парижского саммита. Почему все же Германия настаивает на имплементации формулы Штайнмайера? Что нам с этим сегодня делать? Очевидно, що Німеччина настоює, тому що нема опору з боку нашої банкової
Відповідно, ми б мали би сказати, що певною мірою те, що пропонується у формулі Штайнмаєра, присутньо в законі, який ми кожен рік оновлюємо. І, відповідно, нічого нового вже ми не придумаємо. І я думаю, що нам все ж таки більше на себе зобов'язань брати не варто. Бо воно останнім часом виглядає таким чином, що ніби війну розв'язала не Росія, а ми. І що винна в тому всьому, що ми сьогодні маємо, не Росія, а ми. Відповідно, ми повинні, не те, щоб опиратися, а повинні наводити серйозні аргументи і намагатися якимось чином спонукати і Німеччину, спонукати Сполучені Штати, щоб все ж таки дивитися тверезим поглядом на те, що відбувається. А что значит трезвый взгляд на то, что происходит? И какие действия на каких действиях должен основываться этот трезвый взгляд? А тверезий погляд, відштовхуючись від того, що вже сказав ваш гість, і сказав він багато гірких слів, правдивих, ми мусимо це усвідомлювати, бо ситуація, яка склалася на тепер з Північним потоком, це по суті перемога Путіна. І ми повинні пам'ятати, що впродовж років, якщо ми візьмемо ті газові проблеми, які були в нас в 2006-2009 роках, Росія, мені здається, вже тоді намагалася представити Україну як ненадійного транзитера, як, власне, державу, яка не може виконувати свої зобов'язання і тому подібне. Мені здається, що було би краще і для Європи, і для світу, якби Сполучені Штати і Німеччина хоча б спробували були використати добудову Північного потоку-2 для зменшення російського тиску на Україну. Бо так, багато, і ще раз повторююся того, що сказав ваш гість, правильно. Але разом з тим, якщо в Україні будуть проблеми продовжуватися, а не дай Боже і наростати, які ми маємо сьогодні з Росією, то від цього Європі затишніше не стане. І не стане, очевидно, світові затишніше. І що стосується, знову ж таки, добудови і, власне, поведінки Німеччини, то сьогодні на Центрнеті з'явилася інформація з посиланням на Bloomberg про те, що Німеччина не має наміру перекривати Північний потік-2, навіть якщо Путін спробує використати трубопровід як геополітичну зброю. Тобто те, що говорять в Німеччині, те, що говорять в багатьох інших столицях, це зовсім не означає, що хтось там особливо переймається нашою долею. Але знову ж таки скажу, що якщо не перейматимуться нашою долею, то проблема прийде і до них, і від того нікуди нам не діватися. Знову ж таки, здається, що ми могли би образитись на таку політику, на таку зневагу до українців, які вже 8-й рік воюють, і повернутися, як казав Єрмак, Зеленський, до Китаю, ще кудись. Але нагадаю, що НАТО, вступ до НАТО, вступ до Європейського Союзу – це конституційні засади на сьогоднішній день. І це, власне, той шлях, по якому ми йдемо, і мені здається, що іншого шляху у нас, по суті, немає. Тому стратегічними нашими партнерами із Німеччиною, із Францією, із Сполученими Штатами ми не можемо сваритися. Ми маємо наводити аргументи. Ми маємо не чекати, що вони будуть для нас шукати якісь шляхи виходу з цієї ситуації. А ми повинні пропонувати кожен день. Це свого часу робив Порошенко. І я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо б Порошенко серед ночі міг розбудити Меркель чи Макрона і переконувати. Нагадаю, що коли вже мали підписувати асоціацію про асоціацію, то вже тоді деякі політики європейські казали, а може ви від цього відмовитесь, тому подібне. І тільки наша, скажімо так, настійливість привела до того, що все ж таки ця асоціація була підписана. Але, очевидно, ми мали відповідні аргументи. І зараз ці аргументи дуже і дуже потрібні. На жаль, команда, яка сьогодні
заправляє бал в Україні, цих аргументів не дуже мала би можливість отримати. Но, с другой стороны, пане Микола, с другой стороны, вот какие точки соприкосновения в этих вопросах мы можем находить с нашими западными партнерами, которые решают свои экономические интересы ценой национальных интересов Украины? Ну, якщо вже так ситуація змінюватись не буде, хоча в мене є сподівання, що не все вже так катастрофічно, бо ще по-всякому можуть зреагувати республіканці у Сполучених Штатах Америки і можуть, по суті, не дати можливості Байдену проводити політику. Відповідно, певний час має зайняти сертифікація Північного потоку-2, а там Бог знає, що ще може статися і тому подібне. Але, як на мене, то ми повинні чітко ставити, я, по крайній мірі, вважав, що найбільш нагальною проблемою є вступ до НАТО. І на цьому грати. А ви хочете вирішити свої економічні проблеми? Нема проблем. Вирішуйте, але дайте нам можливість створити ситуацію, коли наша безпека буде забезпечена. Наша безпека буде забезпечена найбільшою мірою лише в тому випадку, коли ми станемо членом НАТО. Іншого, мені здається, просто немає. То есть, правильно ли понимаешь, что во время своего визита в Вашингтон президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно ехать с четким пониманием, чего мы хотим в обмен на Северный поток-2? Однозначно. Інше, а для чого тоді їхати? Просто поговорити, як минулого разу з Трампом, і нічого не вирішувати, та нема сенсу їздити. Так можно ведь поговорить много о чем. Вопрос в том, что услышат ли нас? Ну, знову ж таки, питання в нас. Ми повинні доносити свої меседжі. Ці меседжі мають бути неголослівними, мають якимось чином, мати підтвердження відповідними фактами, що, знову ж таки, повертаюсь до того, що я сказав, якщо проблема загостриться з Росією, а мені щось здається, що вона не зможе не загостритися, якщо, власне, Північний потік-2 запрацює, то це буде проблема для Європи, з якою, до речі, той самий Байден хоче, знову ж таки, відновити зв'язки, які свого часу порушив певною мірою Трамп, головним чином з Німеччиною. То як не буде якогось такого нормальної ситуації у Європі, то і не буде, власне, Байдену мати з Європою ті зв'язки, ту атмосферу, якої він прагне. Тому ми не пуп землі, але в даному випадку ми повинні дбати про себе. Можливо, десь інколи й перебільшувати, але все ж таки це чітко маємо артикулювати свої проблеми. І знову ж таки, ми втратили вже близько 15 тисяч людей у цій війні. Так в этом-то и вопрос, куда хуже. Уже сотнями, тысячами людей погибают на востоке Украины. Крым оккупирован, репрессии на территории полуострова продолжаются. Ситуация куда еще хуже. Что еще должен сделать Путин такого, чтобы, наконец, Запад определился с приоритетами, определился с гуманитарными ценностями, экономическими выгодами и в приоритет все же ставил гуманитарные ценности. Но уже 8-й год. Сколько ще можна це об'ясняти? Цілком вірно, але бачите, гуманітарні питання інколи ви не так для красного слівця. А якщо почнеться заворуха серйозніше, як ми маємо сьогодні, і коли поїдуть десятки, сотні тисяч з України втікати від війни, я не думаю, що це так само принесе спокій у Західну Європу. Бо втікатимуть, власне, туди, де краще життя. І якщо показали шляхи, власне, інші люди, які сьогодні навіть через Литву чи до Литви намагають добиратися, чи через Білорусь, то чому українці так не можуть зробити? Ми так само маємо шукати різні шляхи. Можливо, ті шляхи не зовсім такі праведні, як би нам хотілося. Але ми хочемо жити. Ми мусимо вижити. Нам Бог більше не дасть можливості створити свою державу. Ми її зараз маємо, ми її маємо захистити. Бо набагато простіше захистити те, що маєш, ніж створювати нове, де багато неоднозначностей і тому подібне. Тому
без сумніву, є критична маса тих людей, які готові покласти своє життя і стримувати росіян, але разом з тим є і величезна кількість людей, які просто будуть тікати в Європу. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагол у нас Микола Лазарович був з нами на прямому зв'язку, доктор політичних наук, директор Центру інформаційної аналітики Західноукраїнського нацуніверситету, учасник АТО. Пане Александре, есть ли у нас сейчас реальные шансы укрепить наши позиции на внешней международной арене, на этой шахматной доске, о которой мы с вами говорили, когда мы видим, что, к сожалению, экономические выгоды у ряда наших западных партнеров, они в приоритете, если сравнивать с вопросами гуманитарных ценностей. Для Соединенных Штатов Америки, как мы увидели, Германия как трансатлантический союзник оказалась намного важнее, чем Украина. Вот как на вот этой шахматной доске, где мы находимся? Собственно, проблема заключается в том, что с теми элитами, которые сейчас, к сожалению, это невозможно. Ну вот абсолютно невозможно. От слова совсем. Что должно произойти? Мне кажется, в краткосрочной перспективе после встречи в Вашингтоне Байдена с Зеленским, Зеленскому будут выдвинуты некие ультиматумы. Такие как, например? Я не буду говорить здесь за формулу Штайнмайера и все, что касается Минских соглашений, но, так как сказал Кент, почему, например, вот, кстати, Николай был прав там, по поводу вступления в НАТО, это бы нам гарантировало безопасность. Ну, собственно, и элиты Соединенных Штатов Америки, и первые лица, они заявляли следующее. Вам необходимо проводить реформы и побороть коррупцию. Но, как ни парадоксально, уровень коррупции с приходом новой команды Зеленского, нового офиса президента и слуг народа, уровень коррупции только возрос. Поэтому говорить о том, что нас кто-то там возьмет в НАТО в ближайшее время, учитывая то, что для вступления в НАТО необходимо абсолютно все страны, чтобы были за, а на секундочку, с 2008 года, после Бухарестского саммита, два главных государства, которые были против, как ни странно, это Франция и Германия. Поэтому все эти вот разговоры по поводу того, что мы в ближайшем будущем видим Украину членами Альянса, это не более чем сотрясание воздуха и, так сказать, озабоченность наших западных партнеров. Развернуть ситуацию, разумеется, всегда можно. Но для этого необходимо, во-первых, отталкиваться от того, что любые какие-то движения на международной арене, как у любого другого государства, должны исходить от одного главного. Мы это делаем для блага нашей страны. Если это нам не подходит, мы это не делаем. Ну, судя по тому, что сейчас происходит, наши политические элиты не имеют стальных Фаберже, и им рассказывают, по какой конве двигаться дальше, дабы не усугублять ситуацию. Разумеется, европейским элитам и лидерам Европейского Союза никто не хочет полномасштабной войны, о которой, собственно, говорят уже не первый день. И есть факты, которые свидетельствуют о том, что идея поглощения, скажем так, Украины Российской Федерации, она никуда не отброшена. И то, что происходит в Беларуси, и, собственно, по нашей границе, это тому является подтверждением. Потому что не так давно Лукашенко говорит следующее. У нас на территории страны мы знаем, что есть разные группы террористические, ну и все в этом духе. И для того, чтобы обезопасить себя, по договору ОДКБ, мы имеем право союзному государству, там разные государства в этом союзе, одно из них Российская Федерация, на территории суверенного государства Беларуси разместить иностранный контингент другой страны. Вопрос, какая страна будет размещать вдоль наших границ свои части? Ну, части условно. Понятно, да? Теперь следующий момент. На сегодняшний день, если брать, посмотреть в историю, копнуть немножко глубже, то, если я не ошибаюсь, в 1920 году в Варшавске был такой договор, и был такой товарищ Пилсудский.
Это вопрос к тому, почему сейчас именно на нашей территории происходят вот такие вот события. Эта линия проходила вдоль Украины, и страны, которые противоборствовали между собой, тогда был это Советский Союз и Польша, польско-советская война. По этой линии, собственно, сейчас вот и формируется вот это вот противостояние. Собственно, в эту канву вкладывается и Беларусь, потому что там она проходила. Это Тернопольский регион. Это туда, ближе к Полесью, вот туда, да. И получается, что не хватает для того, чтобы, грубо говоря, вот сформировалось вот это вот продолжение того, что было условно 100 лет назад. Почему Байден встречается раньше с, оппозиционеркой из Белоруссии, госпожой Тихановской? То есть он с Зеленским не встречается? Неспроста, получается, отложили встречу? Разумеется. Почему это происходит? Грубо говоря, оппозиция в Беларуси, она на ладан дышит. Собственно, не получится сейчас, на данный момент, сделать то, что было год назад в Беларуси. Это после событий с Протасевичем. То есть там немножко подутихло это все. Вот. В то же время Лукашенко по поводу союзного государства все-таки смотрит больше в сторону Владимира Путина и Российской Федерации. Разумеется, Соединенным Штатам Америки это не надо ни в коем случае. Поэтому встреча с Тихановской, поэтому показывает, что Соединенные Штаты Америки, мы с вами, мы за демократию, мы против режима Лукашенко. И противоборствующие стороны бодаются на территории Беларуси. То же самое происходит на территории Украины. И все, что вокруг нас, когда мы не являемся субъектом, а есть объектом, с нами что хочешь, то и делай. Это когда я сильный, а вы что, слабый. если Зеленский откажется от этих ультиматумов? Скажет, нет, мы не будем выполнять, мы субъект. Собственно, что если это не предмет, скажем так, геополитики. Там так это не работает. У нас даже дипломаты наши, дипломированные, которые в МЗС, они даже не понимают, что такое дипломатический этикет. Порой их слушаешь их высказывания, и кажется, что это люди просто с улицы, или как, не знаю, мои соседи возле подъезда могут обсуждать такие вещи. И вот эти информационные бросы бесконечные, которые мы потом на всех каналах обсуждаем, как там Арахамия что-то сказал, как сказал Арестович, и все в этом духе. Но надо четко понимать, что ничего, то, что сам Зеленский не может сказать Ермак. Говорят говорящие головы. Но не кажется ли вам, что как раз вот из-за четких посылов, из-за четких вопросов, которые были продекларированы, в том числе из уст президента, из его команды относительно того, что почему мы не в НАТО и так далее, мы получили, по крайней мере, четкий ответ, что коррупция, там реформа, это все окей, но это политический вопрос. Но это ведь четкий ответ на четкий вопрос. Да, но там это не воспринимают. Это из серии «я большой, а вы маленький». Ну, там могут не воспринимать, но мы же можем заявить о своей субъектности и сказать, не будем. Вот вам и Фаберже. Мы это заявляем на всех наших каких-то международных встречах. Мы это заявляем на протяжении 8 лет. Но с мертвой точки разрешения военного конфликта и возвращения в наше государство неподконтрольных территорий, в том числе и Крым, никуда не двигается. Просто таким образом... Создан был этот документ, где Минские соглашения, все такое впечатление, что для того, чтобы их никогда не выполнить. Потому что выгодно абсолютно было всем. Или на то время, и сейчас. То есть Зеленский шел на выборы как президент. И одно из первых его обещаний, условно, это было то, что я закончу войну в ближайшее время. Собственно, в свое время Петр Алексеевич точно так же говорил, а то будет закончено в течение 2 недель. Но... Одно дело выдавать желаемое за действительное, другое дело, когда твое окружение тебе доносит ту информацию, которую ты потом озвучишь. Это что такое президент? Это его команда. Он же сам не сидит, не смотрит бесконечно какие-то информационные сводки, сам не вникает. Вот ему приносят, он либо это озвучивает, условно там суфлера, потому что, как показывает практика, Зеленский очень слаб и в международной политике, и в юридической какой-то сфере, несмотря на то, что у него образование. Собственно, такой слабоватый гарант, на секундочку. Что делают со слабым? Его всегда бьют. Как только ты слабый, ты дал слабину, все, тебя в эту слабину будут бить всегда, что бы ты ни предпринимал. Чтобы это изменить, надо изменять окружение твое, которое тебе формирует повестку, то, о чем ты говоришь и как ты это говоришь. А не когда твои, условно, спикеры подставляют тебя в преддверии встречи, на которую ты ставишь большие надежды. В том, что наши западные партнеры от нас не отказываются. Но, как показывает практика, с Меркель Зеленский поссорился, с Байденом поссорился.
кто у нас там, Макрон, поссорился. С кем? Сейчас будет Крымская платформа, кто туда едет? Камала Харрис едет, так она туда не едет. Байден, может, приедет, тоже не едет. Меркель. Министр транспорта. Прекрасно, министр транспорта. Это из серии, если бы наш министр транспорта поехал на какой-нибудь Но с в другой другую стороны, страну. подождите, а с чего вы взяли, что он поссорился с Байденом? Ну, потому что Где он поссорился? есть... нет, разумеется, если оставить вот политические какие-то экономические вопросы, то риторика, которая исходит из Соединенных Штатов Америки в сторону офиса президента и самого Зеленского, она, мягко говоря, ну, такая не очень лайтовая. Ну, то есть высказывания очень резкие. И Зеленскому каждый раз дают, как говорится, щелчок по носу, чтобы ты знал свое место. Вот так это выглядит. Если провести аналитику, условно, там, за последние 3 месяца, какие выпады были в сторону офиса президента, то вы не увидите, там, ну, там, может, 20% будет положительных каких-то вот моментов. Все остальное это будет общая картинка озабоченности, что мы поддержка в НАТО, вы скоро вступите, вот это вот все, то, о чем мы разговариваем там, на протяжении последних 2 лет с приходом новой команды. Как вернуть субъектность страны? Во-первых, необходимо, чтобы внутренние политические элиты, вместо того, чтобы бодаться между собой, объединили страну вокруг какой-то одной идеи. Вы представьте себе момент. Вот мы сейчас говорим с вами о Крымской платформе, о юго-востоке страны. Каким образом с той стороны едет мама погибшего ДНР боевика, назовем его боевиком. С нашей стороны мама погибшего или там жена. Как они встречаются в одной маршрутке, как они в ней едут? Как это можно представить? Я это не могу представить. Для того, чтобы это как-то изменить, во-первых, должна быть определенная информационная кампания разработана на протяжении очень длительного периода, чтобы у людей те обиды и то, что произошло, в памяти как-то стерлось. Второй момент – это одна идея нации украинской. Вокруг чего мы объединяемся? Чтобы мы не были половина страны вышиватники, которые одевают вышиванку раз в год, и такие патриоты сразу становятся. Вы сначала себе на сердце эту вышиванку одевайте, а потом чувствуете, что этот символ значит для этой страны. И вот если будет сформирована новая концепция, тогда можно будет разложить стратегические ориентиры, как мы к этому движемся. А в данном случае любые действия офиса президента, они сводятся именно к какому-то ситуативному решению проблем. Что-то происходит, советники идут, они что-то решают, ситуативное решение. Как оно повлияет? Никто даже не думает о том, что это может привести к каким-то последствиям. К сожалению, я не знаю почему, но я уверен, что есть там определенный отдел аналитический и все. Но провалы за провалом. Но это то, что во всяком случае вижу я, как аналитик, который следит за повесткой, и то, как формируется их повестка дня. Возвращаясь опять к Крымской платформе. Где дорожная карта? Вот где дорожная карта? Вот, Гульсум, вы видели дорожную карту Крымской платформы? Так ее никто пока не видел. Правильно. Я человек, который... не человек. Я дипломат с государства X, который должен туда поехать. У меня есть свое время, у меня есть свои дела, еще что-то. Да, меня, может быть, отправляет мое правительство туда, чтобы я бы там присутствовал. Но какие решения там буду принимать, если я не знаю, о чем мы там будем говорить? Ну, по крайней мере, то, что появилась такая платформа, это уже хорошо. Ведь правильно? Ее можно же было сделать и при каденции Петра Порошенко. Разумеется. Но нет. Ну, тогда были свои договоренности. Я повторюсь, наши политические элиты на протяжении 30 лет доят эту страну. К сожалению. Это колода карт, которая тасуется в парламенте, там одни и те же. Если одни поменялись, те замами становятся. То есть вот эту историю поменять очень сложно. Большинство олигархов, которые появились, они появились все при Кучме. Они все сидели на трубе газовой. Они все заработали свои капиталы на газе. В дальнейшем это там разрослось в разные концерны, заводы покупались, предприятия и все остальное. Любая страна смотрит на нас как на деньги или как на геополитику, противоборствующие стороны. Но в целом открывается рынок земли. Кому это интересно? Разумеется, всем, у кого есть деньги. Не тем аграриям, которые здесь. Есть латифундисты, которые готовы скупить. А есть иностранные инвесторы, которые готовы скупить. Точно так же любое другое предприятие. Почему у нас сейчас, если взять статистику за 2021 год, порядка 15 предприятий, которые были прибыльные,
в 2019, 2020 году сейчас в колоссальный минус. Простым языком, это делается для того, чтобы гасятся активы предприятия. Потом это предприятие отдается в концессию, например, вам. Что такое концессия? Это вы приходите на предприятие из бюджета наших вам налогоплательщиков денег. Мы вам даем деньги для того, чтобы вы это предприятие оживили. Ну, условно. Если я гасил эти все предприятия на протяжении последних 1,5 лет, медийно, как угодно, активы просели, убыточные они все стали. Потом мне дают за это же деньги. Я за 3 копейки возвращаю все те мощности, которые были. И опять прибыль, как в 2019, но уже деньги я заработал. Так это работало в Украине не только с этим. И портовые заводы, и точно так же это все раздавалось. Время менять? Разумеется, надо менять. Но надо менять понимание само. Как мы можем побороть коррупцию в стране, если сама страна сформирована как коррупционная, вот просто змея. Вот такой Это отдельная тема для отдельного ефіру. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагунс Олександр Кондратенко, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ 14-16, політичный аналитик, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенджер Хаташтар.